Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». А что, если зарабатывать на культуре татарского народа? Сколько стоит, если продать историю татарского народа? А можно ли сделать что-то татарское модным? Возможно ли развитие бизнеса с этническим, с татарским компонентом? Вот примерно такими вопросами задались участники одного из круглых столов, на котором мне довелось побывать. В этом выпуске я вам расскажу, как дизайнер, которая этнически русская, топит за татарское и продвигает моду на татарское. Поговорим о чак-чаке и о том, как компания Татнефть поднимает из небытия тюрко-татарские музыкальные инструменты. Алга, знакомьтесь, это модный казанский дизайнер Катя Борисова. Она создала интересную, любопытную, местами и забавную линейку образов горожанок-татарок. Она представила, как примерно сегодня модно, стильно и дорого могут выглядеть классные татарки. В своих образах Катя Борисова использовала очень явные, очень заметные отсылки к татарской культуре. Все вот эти орнаменты, узоры, украшения, дуслар и пташляр. Вы видели эти образы? Можете еще раз отмотать и посмотреть. И напишите в комментариях номер образа, в одежде которой вы могли бы или хотели бы видеть вашу маму, вашу сестру, вашу дочь, девушку или жену. Но почему Катя Борисова так углубилась, так заинтересовалась, так восхищена татарской культурой и модой? Зачем это русской Кате Борисовой? А вот зачем. В нашей семье я первое поколение, которое родилось в этой республике. Моя мама с Кубани, а папа с Полтавы. И они сюда приехали. Папа приехал с фронта. Папа был значительно старше мамы. И его сюда привез фронтовой друг татарин, с которым он очень дружил. И он сказал: ну что ты там поедешь на эту Украину, она там вся из-под немцев еле вылезла, там вообще все разбомблено. Поехали к нам в Казань, у нас круто. У нас классно, у нас такие красивые женщины. И папа поехал. И приехал, а спустя какое-то время, 25 лет, приехала мама с Кубани, которая приехала сюда тоже учиться, потому что в то время на Кубани ничего приличного не было. И вот так они встретились, вот так родилась я. И почему я говорю важным сказать об этом, считаю важным? Потому что во мне нет никакой памяти, вот никакой генной памяти, потому что я этнически русская, никакой памяти, которая связывала бы там, меня через родителей. Вот я совершенно новый цветок, выросший на этой земле. Когда я смотрю на нашу культуру, я именно, несмотря на то, что я этнически русская, как я сказала, я всегда говорю наша культура, потому что это общее счастье, общее благо для всех. Вот я когда смотрю на нашу культуру, вот Татарстана, я вижу, какая она красивая. И я не представляете, как сильно у меня болит сердце, когда я вижу, что ее неправильно транслируют. Замысел у Кати Борисовой, конечно, глобальный. Она хочет, чтобы наша татарская культура, воплощенная в моде, конкурировала на равных с культурами других народов, других этносов, других континентов. Хочу сделать так, чтобы, в общем, вся целевая и нецелевая аудитория вдохновлялась не культурой инков или ацтеков, не ехала в Бразилию за вдохновение, а как-то так вот вышла во двор, посмотрела вокруг и увидела, как все красиво. Катя Борисова восхищена татарскими орнаментами, но больше всего ее вдохновил татарский художник Бакый Урманче. Вдохновил настолько, что она его татарские узоры и орнаменты перенесла на свою авторскую одежду и покрасовалась ею на круглом столе. Заценим. Наши орнаменты невероятно красивые. Вот можно я воспользуюсь случаем, да и встану. Вот посмотрите на него. Я его одела специально. Это изделие из коллекции, которая посвящена Баки Урманче. Баки Урманче – великий татарский художник. Не боюсь слова сказать великий, потому что это наш татарский Микеланджело. Вот я взяла, нашла эскизы его татарских орнаментов, использовала натуральную ткань. Очень важно, работая с культурой, использовать культурные материалы, потому что если вы то же самое напечатаете на какой-нибудь корейской химии, итог будет совершенно другой. Надеюсь, что не только фрески
Ай-Софии будут вдохновлять великий бренд Дольче Габбана, но и наши узоры, наши паттерны будут вдохновлять нас, наших художников. Кстати говоря, Катя Борисова уже не раз высказывалась и ранее говорила, зачем сегодня человеку важно подчеркивать свое этническое происхождение. Вот небольшой фрагмент ее видеоинтервью, где она это как раз и объясняет. Сейчас с учетом глобальной, вот именно глобальной глобализации, тогда, когда все унифицируется, и люди становятся одинаково похожи друг на друга в любых уголках мира, на любых континентах, мы видим одни и те же глобальные бренды, мы видим одни и те же глобальные рекламные месседжи, мы видим одно и то же. Очень важно сохранить свою самоидентификацию. А что дизайнер вдохновляет больше всего для производства чего-то нового? Конечно, только этнос. Любой этнос является вообще бесконечной чашей вдохновения. Следующая история, о которой я вам хочу рассказать, это история музея Чакчака в Казани. Да, автор этого проекта Рушения Полосина также была на этом круглом столе предпринимателей, торгующих татарским. Я думаю, что так же, как и большинство креативных проектов, наш проект родился также примерно, когда тебе чего-то не хватает, ты не находишь этого на рынке, и ты просто его делаешь сам, потому что этого нет. Соответственно, у нас с супругом так получилось, что мы сами большие любители путешествий, и в то же время к нам в Казань часто приезжали друзья, которые, конечно же, интересовались, а как жили татары, а что вот в этих новеньких домах, которые отреставрировали у нас к универсиаде, что там внутри, как все устроено, чем татарская жизнь, собственно, отличается от жизни других народов, быт. И, конечно же, они спрашивали, где купить самый вкусный чак-чак, и вообще, какой чак-чак правильный, какой неправильный. И у нас, собственно, эти вопросы так накладывались, и потом это все превратилось в осознание, что нам нужен такой проект. То есть мы сразу понимали, что это настоящий должен быть татарский дом, потому что мы к чак-чаку подошли не просто как к экспонату, а мы подошли к чак-чаку как к нематериальному наследию татарского народа. Рушения Полосина также рассказывает, что со своим мужем Дмитрием Полосиным настолько ушли вглубь в изучение истории Чакчака, что нашли знания о связи Чакчака с татарской мифологией, с татарским костюмом. Какую задачу ставит перед собой чета Полосиных? Это погрузить всех, кто приходит в их музей Чакчака, в атмосферу настоящего татарского дома. А вы знаете, чтобы проникнуться атмосферой настоящего татарского дома, нужно, например, снять уличную обувь. В общем, Полосины сейчас каждый год пропускают через свой музей Чакчака 20-30 тысяч человек. Ну и самый негативный комментарий по их проекту: кому-то не удалось попасть на экскурсию по музею. Стены музея Чакчака не резиновые, сами понимаете. В общем, будете в Казани проездом, уважаемые зрители, подписчики и комментаторы, вы знаете, где можно посмотреть на настоящий татарский дом. Ну и третья история, о которой я вам хочу рассказать, касается истории культурно-национальной благотворительности компании «Татнефть». На этом круглом столе участвовал руководитель проектов благотворительного фонда нефтяной компании Павел Корчагин. Он рассказал, как в Альметьевске была открыта выставка тюркских музыкальных инструментов. Ровно год назад мы открыли в Альметьевске, рядом с офисом компании «Татнефть», общественный центр. На первом этаже размещается выставка, мы ее назвали тюркских музыкальных инструментов. Всего коллекция превышает 630 инструментов, из них примерно 120 тюркских. Выставку открыли, стали сочинять, скажем так, текст экскурсионный. И с ужасом обнаружили, что инструменты из коллекции мира, например, какие-то маракасы, которые вы сегодня сказали про Бразилию, да, они описаны и известны лучше, чем исконные инструменты, на которых играли в Поволжье. То есть у нас сложилась такая парадоксальная ситуация, когда первое, что приходит на ум, татарский музыкальный инструмент, гармонь, баян. Все, что было до него, оно покрыто мраком. То есть есть единицы, это мы потом уже выяснили, людей, которые этим серьезно занимаются, в частности, наш научный руководитель Геннадий Михайлович Макаров, наверное, многим известным. И
И вот эта вещь, она с удивлением потянула интерес. У нас все гиды стали глубоко заниматься. И в открытых источниках, в доступах попросту не нашли описания инструментов возникновения, как они развивались, что на них играли, какой репертуар, вообще ритм даже оказывается совершенно другой. История вот этих инструментов практически забыта. Павел Корчагин рассказывает, что в Казахстане, Башкортостане такой проблемы, а именно забвение памяти о музыкальных инструментах, нет. Но вот в Татарстане у татар такая проблема есть. Какую задачу для себя ставит Татнефть? Превратить Альметьевск в столицу изучения музыкальной культуры татар и тюрков. По нашим ощущениям, Альметьевск превращается в центр изучения именно вот этого пласта. Потихоньку, назовем его так, это музыкальная культура народов Поволжья позднего Средневековья. Что уже сделано? Издана книга «Народные музыканты Юго-Востока Татарстана». Провели Каракус-фест. Это что-то вроде фестиваля Песчан-базара в Казани, но только в Альметьевске. Ну и самое главное, на что Татнефть готова потратить свои деньги, деньжища, это создание мастерской по изготовлению музыкальных инструментов. Проблемы с этими инструментами. Их нет, они массово не производятся. Производятся также считанные единицы мастера. Большей частью эти традиции изготовления их утеряны, к сожалению, да. Но, тем не менее, из этой ситуации как-то надо выходить. И вот мы в планах построить мастерскую. Выводы, друзья. Да, нужно признать, Дуслар, Татарлар, что мы живем в современном мире. В этом мире есть авторы, которые творят культуру. А именно это Катя Борисова, семья Рушини и Дмитрия Полосиных и благотворительный фонд Татнефти. А есть люди, которые эту культуру, говоря современным языком, потребляют. То есть покупают татарскую современную одежду, ходят в татарские музеи и слушают игру на татарских музыкальных инструментах. Но история с Катей Борисовой нам показывает, что татарской культурой восхищаются даже не татары, представители других народов. История с четой Полосиных показывает, что если тебе сегодня чего-то не хватает в татарской культуре, ну значит засучи рукава и сделай это сам. Ну а пример с компанией Татнефть показывает, что не такие уж и эгоистичные и жадные эти большие нефтяные корпорации, раз Татнефть готова поднимать из небытия позабытые тюркские музыкальные инструменты.